Итак, сейчас я представлю вашему вниманию презентацию, которая... Мы сегодня очень много говорили по поводу санитарных норм и правил, да, и вообще требований в законодательстве, связанных с безопасностью образовательной среды. Я хочу освежить собственно, в представлении о том, какие нормы, какие практики существуют, что нам необходимо, что мы должны делать и кто несет за это ответственность. Потому что мы уже сегодня начали говорить, кто же отвечает, директор школы или органы местного самоуправления, кто несет ответственность и какую. Вот мы попытаемся сейчас разобраться более подробно в этом вопросе, а дальше уже будем разговаривать о том, как учитывать эти требования при проведении закупок. Я приведу много примеров различного рода норм из законов, кодексов, постановлений и так далее. Да? Вот обратите внимание, одна из базовых статей, которые регулируют эти вопросы, это статья из Кодекса о детях. Да? И она говорит, что условия там проживания, содержания и обучения и воспитания детей в детских учреждениях и организациях должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, за нарушение которых, да, руководители детских учреждений и органы государственной власти и местного самоуправления несут предусмотренную законодательством ответственность. То есть мы говорим, что не только директора школ, да, но и органы местного самоуправления и государственные органы тоже. То есть мы встречаемся с этой статьей, в которой прописана, ответственность довольно широкого круга субъектов. Здесь две статьи, это Кодекс об административной ответственности, которые предписывают, а что будет, если это не делать. Да? Так или иначе, вы знаете об этих требованиях, но тем не менее, да, что есть две основные статьи, это 65-я, что несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, да, и конкретно уже статья 90, которая говорит о нарушении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований и правил. И здесь довольно высокие штрафы, да, от 20 до 50 расчетных показателей. Есть разница между штрафами, которые накладываются, и административными взысканиями, которые накладываются на физических, на юридических лиц в первый раз, во второй раз и так далее. То есть наше законодательство предусматривает ответственность в случае несоблюдения санитарных норм и правил и других требований безопасности, в том числе образовательной среды. И мы сегодня много говорили о санитарных нормах и правилах. Действительно, это базовый документ, на который мы с вами опираемся, когда мы затрагиваем вопросы безопасности. И этот документ, он регулирует очень большой перечень перечень требований. Вот обратите внимание, он регулирует и вопросы размещения самого здания школы, и территория, как она должна быть организована, какие зоны должны быть выделены, само здание, каково оно должно быть, оборудование. И внутри, да, воздушно-тепловой режим, это то, что мы говорим, больше экологическая безопасность. Это естественное искусственное освещение, водоснабжение, канализация. Что касается приспособленных зданий, к ним тоже требования есть. К самому режиму образовательного процесса, да, как правильно составить расписание, да, для того, чтобы оно соответствовало гигиеническим требованиям. Санитарное состояние и содержание образовательной организации, то есть как правильно ухаживать за ней, и организация питания обучающихся. То есть перечень очень большой. И Мария Соколовна, она одна из тех была, кто в том числе разрабатывал эти санитарные нормы и правила, и сейчас находится, мониторит и оценивает, да, как же они реализуются. И мы знаем, что у нас с вами очень большое количество проблем с этим, да, то есть где, как, что-то возможно реализовывать, а что-то вообще, очень трудно и сложно. И для того, чтобы поговорить, а кто и как должен что реализовывать, я хочу предложить вашему вниманию такую схему, которая вытекает из требований нормативно-правовых актов. Смотрите, у нас есть школы, у которых есть директор, да, это очевидно. Каждая школа имеет учредителя. И кто такой учредитель образовательной организации, прописано в уставе образовательной организации. Да? В большинстве случаев, тут
может быть по-разному, и частные могут быть образовательные организации, но в большинстве случаев учредителями общеобразовательной организации являются органы местного самоуправления. То есть исполнительный, а в частности даже не Кинеш, а исполнительный орган местного самоуправления, то есть Айлук-Мюту, и в данном случае у нас была и есть мэрия, да, то есть мэрия городов Ош, там Каракол, Джалалабад, Бишкек и так далее. И вот в законе о местном самоуправлении было постановление правительства, когда передали, в 2009 года, когда передали как раз здание на баланс, здание общеобразовательных организаций на баланс органов местного самоуправления. И в законе о местном самоуправлении, и в законе об образовании прописаны полномочия органов местного самоуправления, что должны делать МСУ. Ну и вот обратите внимание, развитие сети образовательных организаций, осуществление хозяйственного обслуживания и финансирования тех организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления. Да? Организация подвоза детей в общеобразовательные организации и в места их фактического проживания. А что же директор должен делать? Директор несет ответственность и обеспечивает учет и сохранность материально-технической базы, то есть то, чего у него уже есть. Да? Правильно обслуживать, правильно хозяйствовать. Вот это задача базовая директора. Соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны труда. Персонально несет дисциплинарную, административную и так далее ответственность за противопожарную безопасность. Ну вот обратите внимание, на этой схеме видно, что то, что касается инфраструктурных вопросов, это вопросы, связанные в основном с ответственностью органов местного самоуправления, а именно учредителей образовательной организации. То, что касается процесса, ухода и хозяйствования, да, это как раз ответственность директора. И поэтому здесь мы должны четко понимать, законодательство нам дает вот такое разграничение, да? И понятно, что без взаимодействия между органами местного самоуправления и школой, мы не сможем получить действительно качественную, безопасную образовательную среду. Потому что так случилось, что наши правотворческие органы дают нам такую картину, да, что и те, и другие и несут ответственность согласно административному кодексу, и согласно кодексу о детях они несут ответственность. И ответственность распределена. Конечно, вы можете задать сейчас много вопросов по конкретным нюансам, и вы будете правы, потому что далеко не все вещи так четко и ясно распределены. Да, есть очень много вот этих межведомственных и межсекторальных разрывов, где непонятно, кто конкретно несет ответственность за тот или иной вопрос. И поэтому здесь это и есть тоже в том числе место нашей с вами общей дискуссии и работы совместной по этому вопросу. Вот то, что мы сейчас говорили по поводу самих зданий. А кто принимает? Должны ли Санэпиднадзор участвовать в приемке, да, или в оценке самих проектов? Вот тоже вопрос, да, как его решить. Мы ищем сейчас подходы, в том числе в рамках разработки стандарта безопасности образовательной среды, но сейчас это внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов. То, что касается требования к размещению общеобразовательных организаций, здесь я бы хотела обратить внимание особенно, то есть вот то, что касается территории, да, через территорию нельзя, чтобы проходили никакие магистральные, инженерные коммуникации, это понятно, это безопасность. Но вот то, что касается подвоза, сегодня у нас много школ, которые удалены достаточно, да, от населенных пунктов, и вот подвозом детей к общеобразовательным организациям должны заниматься, как вы помните, органы местного самоуправления. На них возложена эта ответственность. И вот 500 метров, если доступность, то вполне для этого нет необходимости организовывать подвоз. А вот если 2000 метров, то тогда, то есть 2 километра, тогда должен быть организован подвоз для учеников первой ступени образования, да, началка фактически. И если 3000 метров, то это уже для остальных ступеней образования тоже. Да? То есть вот такое требование дает нам санитарные нормы и правила. И если нам необходимо в школе это организовывать, то, соответственно, нам нужно реагировать и действовать, да? То есть писать определенные письма обращения в органы местного самоуправления, потому что это их ответственность в данном случае.
Территория общеобразовательных организаций. Ну вот знаете, здесь очень важный пункт, который где-то соблюдается, но в большинстве мы как-то не обращаем на него сильно внимания. Это 50% территории площади школы должно быть озеленено. И здесь вот тоже важный параметр. Почему? Потому что это дает, повышает безопасность детей, которые находятся на этой территории. Да? То есть это и всевозможные живые изгороди, чтобы дети не выбегали на проезжие трассы там, и так далее. Но это, опять же, озеленение может способствовать тому, чтобы уменьшить тепловое загрязнение. Да? Ну, то есть это перегрев зданий, например, если это вертикальное озеленение и так далее. Должны быть зоны отдыха, физкультурно-спортивное, хозяйственное. То есть там, где территория позволяет, нам нужно обязательно учитывать этот аспект, это требование и организовывать такие зоны. Ну, есть места, где это никак невозможно сделать, например, вот 65-я школа, но тем не менее даже там идут попытки как-то, пусть на маленьких, в маленьких размерах и масштабах, но это организовать. Вот директора должны об этом думать, да, и держать у себя эти вопросы как пункт. Как должны быть организованы спортивные игровые площадки? О них очень мало требований, но сейчас спасибо Санэпиднадзору мы совместно разработали перечень требований к спортивным сооружениям, и дай бог это сейчас дополнит существующие требования. Вот мы часто размещаем как угодно места для контейнеры, мусоросборники для сбора мусора. 25 метров от входа в пищеблок, да? Вот такие требования. Иметь наружное искусственное освещение, особенно там, где есть наружные туалеты. Да, то есть вот это тоже требование, закрепленное в санитарных нормах и правилах. Ну, к зданию. Вот обратите внимание, мы говорим про переполненность. Вот у нас есть четкие требования, какое количество мест, территории должно быть на одного ученика. 2-2,5 метра квадратных на одного обучающегося. И у нас, вот казалось бы, да, мы говорим, да мы ничего не можем с этим сделать. Но не все мы не можем. Есть вот тоже позитивная практика, например, из Таласа, когда на основании этой статьи было написано письмо, обращение в Таласскую мэрию, и на основании этого стали пристраивать здания, да, для того, чтобы разгрузить школу. То есть нужно реагировать, да, нужно, несмотря на то, что вот мы знаем, что должно быть так, и нам нужно действовать, исходя из того, что должно быть, и стараться достичь этого. Ну, библиотека тоже, требования к площади библиотеки или информационного центра не менее 0,6 метров квадратных на человека. Канализация, вот и водоснабжение, питьевой режим. Ну, больное место для всех школ, коллеги. Потому что, начиная с того, что ученик должен всегда иметь беспрепятственный доступ к чистой питьевой воде, всегда, да, в любой момент. У нас, к сожалению, далеко не всегда это исполняется, и предусмотрены различные конструктивные решения. Например, питьевые фонтанчики. Питьевые фонтанчики, их струя должна быть не менее 10 сантиметров. Да? Для чего? Для того, чтобы исключить заражение, да, исключить загрязнение воды и самого фонтанчика и так далее. Но вот сейчас существуют разные другие формы, да, мы можем использовать, там где-то кто-то ставит фильтры тоже, вот как в 65-й школе был установлен фильтр для воды, но как дети должны пить, это тоже головная боль директора должна быть, к сожалению, да, но мы должны об этом думать. Ну вот это вот требование в неканализованных сельских районах здания общеобразовательных организаций оборудуют внутренней канализацией. Знаете, мы с этим намучились, если честно. Почему? Потому что на сегодняшний день пока адекватных финансово решений, да, какая это должна быть внутренняя канализация, чтобы школа могла ее потянуть или те же органы местного самоуправления, пока мы не видим. Да? Но тем не менее нужно наверное, нашими совместными усилиями искать, как это может быть организовано. Туалеты. Тоже это боль, и даже вот сейчас Сауле Джекшилыковна перед выходом сказала мне о том, что даже в городе Бишкек у нас 30 наружных туалетов, 31, если быть точной. Да? То есть даже здесь не решена эта проблема, что говорить о сельской местности. При этом, вот опять же, спасибо Санэпиднадзору, и мы вместе разработали требования к наружным выгребным туалетам. То есть если мы не можем пока
все туалеты сделать внутренними, то, по крайней мере, мы должны хотя бы достичь какого-то минимального стандарта безопасности для наружных. Но здесь вот обратите внимание, вот опять же, даже во многих городских школах это не выполняется, да? То есть сколько умывальников должно быть, сколько должно быть унитазов в расчете на количество учеников. Для персонала, да, отдельный санузел здесь предусматривается и так далее. Как должен быть организован туалет, да? И это тоже головная боль директора. Конечно, ну вот, кстати, туалет – это место пересечения усилий органов местного самоуправления и администрации школы, потому что зачастую мы не можем построить туалет и не должны. Директора сами не должны строить туалеты, но директора должны звонить в колокольчик, да, бить тревогу и говорить: у меня это проблемное место, у меня это, и нам надо это решить. И дальше уже писать письма, обращения, да, в органы местного самоуправления, еще куда-то. Потому что когда к вам приходит, например, проверка, да, в проверочном листе однозначно эти требования есть. Вы можете хотя бы приложить вот эти свои письма, да, и это будет ответом на то, что вы не бездействуете. И это защитит вас в первую очередь, коллеги, от того, что вы что-то там не доделали. Опять же, раковины, то есть места для мытья рук. Раковины должны оборудоваться с учетом роста возрастных особенностей, да, то есть должны быть для младших классов, побольше для старших и так далее. Педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца. Где-то это в основном-то на грани фантастики, да? Но тем не менее думать об этом нужно, и тут нужно привлекать родителей. Активно привлекать родителей, потому что это гигиена, санитария детей прежде всего, да, их детей. Вы знаете, по поводу печальной статистики, вот приведу только пример Баткенской области. Опять же, статистика из информации Департамента Госанэпиднадзора о том, что вот буквально там, ну я не знаю, лет 5 назад у нас была больше 70% заражения гельминтами, причем разного рода, не одного, а 2, 3 видов каждого ученика. Представьте себе, больше 70%. А это с чего? А это результаты того, что вот это не организовано ни дома, ни в школе, нигде. Навыки гигиены не прививаются. Это тоже вопрос, о котором нам нужно думать и ставить в повестку дня развития школы в том числе. Воздушно-тепловой режим. Мы забываем о том, что Санпин предусматривает проветривание. Есть определенные требования к проветриванию. То есть во время перемен должен проветриваться класс. Во время уроков должны проветриваться рекреации. Конечно, вы скажете, какие проветривания в Нарыне, особенно зимой. Да, но опять же, Санпин предусматривает, что в зависимости от климатических условий время проветривания меняется. И мы можем смотреть там, в зависимости от того, какая температура внешней среды, смотрим, сколько время должно осуществляться проветривание. И это необходимо. Мы за этим должны тоже следить просто постоянно. Потому что, например, мониторинг качества образовательной среды, который проводил в том числе вот БИОМ, я думаю, что если что, Мария Соколовна тоже может сказать здесь свои данные, показал, что в ряде школ превышение с концентрацией углекислого газа, вот если у нас, например, максимальная, пока мы говорим, там 1000–1500 единиц на миллион, то у нас достигает 5000 на миллион. С учетом того, что когда уже 2000, уже начинается сонливость, уже начинается рассеянное внимание и так далее. То есть это уже в таких условиях, когда 2000, мозг уже не может адекватно работать. А представьте себе, когда 5, да? То есть это фактически равносильно такому медленному удушью, да? А мы при этом еще требуем от учеников, чтобы он выполнял адекватно задачи, которые мы ставим перед ним. И бедный учитель сам в таких условиях находится, и ученик. Но это можно решить без денег. Опять же, при закупках, например, окон, мы должны всегда обращать внимание на фрамуги, чтобы они могли открываться достаточно легко. Температурный режим 18–24, эти рамки, да, и секционные, мастерские 17–20, там допускается меньше. Мебель.
Тоже больная тема, потому что когда мы закупаем мебель, мы часто не обращаем внимания на ростовозрастные особенности и требования, которые предъявляются к мебели. Санпин очень четко говорит, наклон парт, где вы видели вообще в какой школе парты с наклоном? Нету, да? Хотя на самом деле это не так трудно, если мы уже на моменте тендеров будем закладывать это требование. Они же в сельских школах, дай бог, еще сохранилось, да, наверное, где-то, но в городских я не видела. Санпин при этом предусматривает 17-15 градусов должен быть наклон парт, видите? Ростовозрастные особенности парты должны соответствовать росту учащегося. Озеленение и освещение. Мы любим цветы, мы экологическая организация, цветы для нас вообще очень важны, и озеленение на окнах. Но Санпин здесь очень строг и говорит, что цветы не должны превышать 70 сантиметров. Да, почему? 65-70, потому что иначе это закрывает естественное освещение. И тогда тем самым мы снижаем количество света и световой режим, да? То, что касается наших любимых штор, мы их обожаем, вешаем всегда на окна, но здесь нужно смотреть, если это действительно солнечная сторона, и без этого никуда, и солнце слепит днем, тогда, конечно, но с ними надо быть осторожнее, потому что зачастую мы их вешаем, там пыль скапливается, и световой, то есть количество освещения недостаточно потом становится. Вот с точки зрения светового режима, тоже требование Санпина 350 люминов на рабочей поверхности, то есть на столе. Результаты нашего анализа показывают, коллеги, вот даже в классе моей дочери, 80. Представляете, 80. Ну, 150 это в самом светлейшем месте. Вот, а надо 300 минимум. И получается, что если вы замерите у себя в школах, вы тоже увидите с этим проблему. Но, опять же, когда мы делаем ремонты, когда мы думаем о том, каким образом и куда, в том числе тратить средства попечительских советов, нам нужно думать о том, что это является важным приоритетом. Освещение, пожарная безопасность. Ну, действительно, пожарная безопасность в законодательстве прописана очень детально. Есть правила пожарной безопасности, большое количество требований, не стану приводить их и детально рассказывать, но как минимум щиты в каждой школе, инструктаж он должен быть. Да? И это действительно, вы заметили, что когда мы с самого начала говорили об ответственности директора, то выполнение правил пожарной безопасности – это индивидуальная, персональная ответственность директора. Да? То есть здесь мы никуда от этого не денемся. Об этом нужно думать, и это нужно постоянно работать вот по этому вопросу. Неразрывно требования санитарных норм и правил связаны с требованиями при проведении государственных закупок. Ну, мы знаем, что в большинстве случаев у нас государственные закупки и организация тендерных комиссий происходит на уровне РайОНО, да? На районном уровне. Но есть некоторые школы, которые самостоятельно осуществляют закупки. Я знаю, что это по Нарынской области часть таких школ есть и так далее. То есть это школы с подушевым финансированием, где это уже реализуется вот этот подход. Регулирование процесса закупок у нас осуществляется двумя основными базовыми документами. Один – это закон о государственных закупках, который предписывает, как это должно быть, и детализует этот закон и вводит нормы правоприменения приказ Министерства финансов, который утверждает целый перечень постановлений, положений, да, то есть это положение о правилах электронных закупок, метод инструкций разного рода, да, и так далее, о работе независимой комиссии по рассмотрению жалоб, стандартная комплексная конкурсная документация при разных видах закупок. И получается, что когда формируется вот эта вот комиссия для проведения тендера и закупок, чаще всего какой основной критерий выдвигается для тендера? Самый дешевый, да? Самый дешевый. Но, к сожалению, в нашем случае это не работает, потому что когда мы говорим о том, что мы закупим самое дешевое, самую дешевую мебель, самую дешевую краску, окна и так далее, это всегда аукнется нам потом здоровьем детей. И вот мы...
Скупой платит дважды, совершенно верно. И здесь нам важно, нам как директорам в том числе, лоббировать ситуацию того, чтобы при создании технических спецификаций на разного рода, то есть для того, чтобы провести закупку, нам нужно выставить техническую спецификацию, то есть что нам нужно. И вот в этой технической спецификации мы должны прописывать требования, чему должен соответствовать этот товар. И у нас законодательство, слава богу, позволяет выставлять достаточно высокую планку безопасности в отношении практически всех товаров, которые мы закупаем. Вот, обратите внимание, это пример. Мы сейчас в рамках проекта совместно с Министерством финансов и Министерством образования подготовили руководство для закупщиков, для общеобразовательных организаций, комиссий, да, то есть для всех тех, кто включен в этот процесс закупок. И там это руководство очень подробное, то есть там есть приложение, вот все вот эти нормативно-правовые акты, требования и так далее. Но кроме этого, там есть все требования к различного рода товарам, которые мы закупаем. Я сейчас вот несколько слов скажу, а что это за требования, на что нужно обратить внимание. Вот. Там точно так же представлены практически для всех видов товаров вот такие вот примерные технические спецификации. Я здесь привела пример только технической спецификации на оконные блоки, да? И вот здесь вот видите, должны быть уплотнительные контуры двойные черные, да? То есть мы вот здесь вот говорим класс энергоэффективности, что они должны быть двухкамерные, поворотно-откидные регулирования, там вентиляционные клапаны и так далее, да? Понятно, что чаще всего закупщики не сильно разбираются в этих вопросах, они технические. Именно поэтому мы и подготовили это руководство, чтобы закупщик мог посмотреть и сказать, точно, нам нужно обязательно соблюсти эти требования, нам нужно выставить эти требования для тендера. И вот мы думаем, мы хотели опять же с вами обсудить, потому что у вас на дисках, которые вы получили, на вот этих вот, есть драфт. То есть драфт для того, чтобы вы могли дать нам комментарий и сказать, чего-то не хватает или что-то избыточно может быть. Мы хотим с вами обсудить это и уже выпустить максимально полную версию с вашими комментариями. Вот вы знаете, когда мы про окна писали, для меня, например, вот для меня даже, да, была новость о том, что есть специфический ГОСТ, который называется «Швы монтажные, узлов примыкания» и так далее. Вот он так тяжело называется, но почему он так важен? Вы замечали, что когда вы ставите оконные блоки новые, да, вот эти пластиковые окна, через какой-то момент окна начинают потеть и плакать, да, вот зимой. Вот, то есть начинается вот эта влажность, потом сбоку начинается там плесень и так далее. И вот что только не делаешь, Господи, ну что делать, почему что происходит? А оказывается, проблема в том, что при установке окон был нарушен вот этот вот регламент, да, именно швы сделаны монтажные неверно. Если сделать верно монтажные швы, тогда эта проблема не будет так ясно, ну, то есть ее совершенно не будет, потому что там есть специфическая лента, которая обрамляет вот это вот окно, и она забирает на себя всю эту влажность. Представляете, вот кто бы знал, да? Да. Но тем не менее, когда мы это делаем для школ, вот это важно учитывать. Тогда у нас решится проблема с этой плесенью, а это головная боль. Поставим окна по всей школе, и потом начинается. То там проблема, то там. Ну, это вот пример, да, как это можно использовать, я вам честно скажу, не только для школ, но и для дома тоже. Я, например, это делаю. Мебель. Несколько документов, которые регулируют качество мебели. Ну, Санпин, само собой, это наша вообще настольная книга Санпин. Технический регламент Таможенного союза, мы, члены Таможенного союза, хотим, не хотим, у нас на территории эти требования обязательные. Да? ГОСТы и так далее. Вот ГОСТ определяет требования к механической, химической и санитарно-гигиенической, и даже пожарной, электрической и так далее безопасности. Что самое важное, когда мы говорим о мебели? Дело в том, что вот сейчас мебель делают из ламината, а это может быть какой угодно и зачастую совершенно дешевый материал. Так вот, проблема дешевого ламината в том, что он может содержать опасные вещества, да, и, например, формальдегид.
То есть мы, вот особенно, вы знаете, да, когда вот приходишь в помещение новая мебель, и вот этот запах новой мебели, да, вот этот запах, вот мебель не должна пахнуть, потому что этот запах, он может содержать в себя как раз вот эти вот опасные химические вещества, а формальдегид это, ну, это и канцероген, и все что угодно, то есть не буду перечислять, что он там может вызывать, но, в общем, ничего хорошего он точно не вызывает. И, соответственно, если мы закупаем мебель, которая не имеет соответствующего сертификата соответствия, то вот это сразу риски возрастают на порядке. Значит, когда мы выставляем техническое задание для вот этой вот, для закупки мебели, нам в обязательном порядке нужно указать требования, чтобы производитель предоставил сертификат соответствия. Выглядит он приблизительно вот так. Вот, ну там плюс-минус, но таможенный сертификат Таможенного союза, он выглядит вот так, чтобы вы уже представляли, какой он из себя. Коллеги, отдельная проблема у нас на рынке – это закупка лакокрасочных материалов. Одна из, ну тоже вот я тут привела, у вас в презентации это все будет, какие именно нормативы регулируют качество лакокрасочной продукции. У нас в Кыргызстане общественная организация независимой экологической экспертизы с международной сетью IPEN проводила исследование качества лакокрасочных материалов, а в частности содержания свинца. Для того, чтобы краска, вот этот пигмент сам красительный удержать там, да, добавляют зачастую свинец. Свинец – это тяжелые металлы. Тяжелый металл очень вредно влияет, он может накапливаться в организме, вредно влияет на здоровье. Вот обратите внимание, какие у нас, значит, норма 90, да, содержание свинца. Смотрите, какие у нас получились нормы. Вот краска националь, да. Смотрите, 39 тысяч при норме 90, коллеги. 39, это, ну, слава богу, вы проветриваете после того, как побелите, покрасите, да. Но тем не менее, да. Теперь вот смотрите, в каких цветах больше всего свинца. Видите, в зелененьком, а меньше всего, ну вот в беленьком меньше всего, потому что пигмента нет, да? Вот. И вот смотрите, вот производители, да, какие производители наибольше грешат. Ну, как бы зная эту информацию, и опять же нужно просить сертификаты соответствия, мы можем обезопасить себя и детей. Да? То есть, соответственно, уже сразу при проведении тендера нужно выставлять эти требования, то есть не давать в школу внести даже вот эти вот опасные вещества. Когда родители покупают, точно так же. Проведите с ними инструктаж. Скажите, коллеги, ну не надо покупать, какую попало краску. И когда домой закупаете, тоже обращайте на это внимание. Шифер. Асбест тоже опасное вещество, опасный материал, особенно когда он крошится. Потому что вот эти микрочастицы, если их вдыхать, не дай бог, то они могут вызывать определенные заболевания. Да? Соответственно, нам нужно желательно вообще от шифера отказаться. Но если он уже у вас в школе есть, ну, было бы странно сказать, вот выбросите все, да, нет, покрасьте краской. Особенно если на улице, ну шифер же на улице, да, в основном используем. Покрасьте краской, тогда он не будет такой ломкий, да, и это снизит риски вдыхания, да, вот этих вот частиц. Линолеумы. Мы периодически их закупаем. Опять же, по линолеумам есть перечень, который, вот несколько параметров, которые обязательно стандартизируются, вот непременно. Значит, это горючесть, воспламеняемость, токсичность, степень задымленности, если он горит, вот сколько дыма он выделяет. Потому что вы знаете, что при пожаре зачастую страшно даже не само пламя, а дым, да? Дым вот это токсичный, который выделяет. Поэтому нам нужно при закупке уже про это думать. Скорость распространения пламени. И вот каждый из этих параметров определяется какой-то буковкой на линолеуме. Видите, вот буквой Г, В, Т, Д, Р, П. И у него есть вот формулы, видите? Вот такие В, Д2, Т2. И у каждой этой буковки есть определенные параметры, например, от единицы до 3. И здесь очень четко написано, что вот не ниже этой формулы вы должны закупить линолеум. Например, вот воспламеняемость, да, должна быть не ниже 2. Токсичность, вот она токсичность, тоже не ниже 2.
там, и так далее. РП, вот скорость распространения пламени единичка. Где это написано? Это написано в сертификатах безопасности и в сертификатах и техническая характеристика продукции. Для линолеума это другие, кроме сертификата соответствия, у него должен быть сертификат пожарной безопасности, потому что именно пожарники смотрят вот эти вопросы. Воспламеняемость, скорость распространения пламени – это их специфика. Они там его, видимо, поджигают. И гигиеническая характеристика продукции, где написано, какие именно, какие лабораторные анализы были проведены с этим линолеумом, с этим материалом. Выделяет он, опять же, вот с точки зрения токсичности, да, выделяет он фенолы, всякие, формальдегид или нет. Посуда. Коллеги, посуда тоже у нас есть технический регламент Таможенного союза и, само собой, санпины. Вот хотела только пример привести. Меламиновая посуда у нас, к сожалению, на рынке есть. Это такие легкие, красивые, пластиковые, очень прочные, прекрасные такие вот чашечки, кружечки, тарелочки, стаканчики, все что угодно из него делается. Проблема в том, что меламин – это вещество, которое выделяет, опять же, формальдегид в продукты питания, да, особенно при температуре. То есть если вы набираете туда горячий чай, ну вот здрасте называется. То есть это будет, ну, ситуация такая, отравление. Другой вопрос, что вот все эти вещества, о которых мы сейчас говорим, они не дадут вам вот здесь и сейчас, да, эффект. Многие из них действуют как, они похожи на женские половые гормоны, да, то есть они входят в наш организм, накапливаются, ну, вот в том числе в жировой ткани, и начинают действовать, да, то есть дуреет эндокринная система. Эндокринная и иммунная и так далее, да, то есть получается, что мы не получим вот этого вот эффекта, да, сразу. Но эти эффекты могут быть отложены во времени, могут быть через 5, 10, 20 лет, да, могут влиять, как я уже сказала, на репродуктивную систему. А дети проводят довольно большое количество времени в школах. Я уже молчу про учителей, которые целыми днями там. Соответственно, ни в коем случае меламиновую посуду покупать нельзя. Для школ она должна быть просто под запретом. Ну и домой, само собой, тоже. Безопасность продуктов питания. Санпин запрещает применение вот этих вот 5 пищевых добавок. Это национальное наше законодательство запрещает вот эти 5. Но российское законодательство, европейское, этот перечень расширяет, там больше 90 запрещено. Что нам важно? Есть постановление правительства о безопасности продуктов детского питания, про это, я думаю, Мария Соколовна и может побольше сказать. Тут есть перечень видов сырья, которые не должны использоваться в школах. Просто вот не должны и все. Да? И ознакомьтесь, пожалуйста, с ним, чтобы вы тоже знали, что это использовать нельзя. Там и мясо там, диких животных и так далее, ну там дикой птицы в частности, но там перечень большой достаточно. Вот. И если вы, например, вот при закупке мяса, молока, яиц обязательно должно быть ветеринарное свидетельство. Форма F1. И фитосанитарный сертификат для закупки продукции растительного происхождения. То есть это то, что, по крайней мере, защитит и вас, не дай бог что. Вот слышали же, была вспышка сальмонеллеза, да, вот здесь, в городе Бишкек, в одном из самых престижных ресторанов, там Алато, да? Ну, а дальше кто виноват? И вот если возникнет вопрос, кто виноват, директор должен предоставить, а вот ветеринарное свидетельство. Все, автоматически тогда ветврач, который выдал, да? То есть мы же говорим все-таки, ну, мы взрослые люди, мы должны понимать, как обезопаситься от тех или иных вещей. Поэтому вот такие свидетельства ветеринарные должны быть необходимым требованием при закупке продукции и если вы берете продукцию от родителей. Если родители вам приносят там барана, принесли, вот баран не должен быть без ветеринарного вот такого вот свидетельства. Угу. То же самое касается растительной продукции, потому что там могут быть и микотоксины, особенно то, что касается сушеной, да, продукции, сухофрукты. Вот, это очень важно. Ну, коллеги, спасибо вам большое за внимание.